Добрый день, дорогие друзья! Библиотека Smart 203 и я, Шадрина Елена Борисовна, ведущий библиотекарь Центра библиотечных услуг, сегодня рады приветствовать вас. И в преддверии замечательного праздника 1 марта, День кошек, мы хотим рассказать вам об этих удивительных животных. 1 марта дата выбрана не случайно. В этот день был учрежден этот праздник журналом «Кот и пес» и Московским музеем кошек в 2004 году. Этот праздник в разных странах отмечается в разные месяцы и в разные дни. Также существует Всемирный международный день кошек, он отмечается 8 августа. Фелинология – наука о кошках, об этих удивительных животных. Кошка не приносит палку, когда ее бросает хозяин, как собака, но кошка думает, что она не должна выполнять глупые приказы своего хозяина. Кошка – умное животное, так думают многие. И у нее 9 жизней. Так это или нет, вы можете узнать, прочитав книги из нашего библиотечного фонда. Сегодня мы представляем вам небольшую книжную выставку художественной литературы и энциклопедии. Конечно же, это бестселлер нашей библиотеки. Это книга Джеймса Боуэна «Уличный кот по имени Боб». Также она была экранизирована. Книга рассказывает об одном человеке, который познакомился с котом, и кот кардинально изменил его жизнь в лучшую сторону. Мы, библиотекари, очень рекомендуем эту книгу всем нашим читателям. И также у нас есть множество разных журналов о домашних питомцах, о кошках, собаках и других животных. Журналы про животных, свирель, мир животных, домашний любимец, звери, мурмур, юный натуралист и другие. В рамках проекта «Друзья наши меньшие» сегодня я хочу представить нашу замечательную гостью. Этого человека я уже знаю не первый раз, мы уже были знакомы до этого в прошлом году. Лукина Анастасия, грумер, ветеринар, приходила к нам уже в другую библиотеку нашей ЦБС, где очень интересно, познавательно и подробно рассказывала об этих удивительных животных, о их уходе, кормлении, питании и так далее. И мне вспоминается такой немного трагический, но с хорошим финалом случай, когда в библиотеку наша читательница юная принесла свою кошку, и случайно Анастасия обнаружила, что у нее на хвосте намотана резинка. И резинка была так туго и долго намотана, что хвост отмер. Да, он уже был там деревянный. Да, и Анастасия сразу определила, что нужно ампутировать хвост. Надеюсь, там все обошлось благополучно. И сегодня я тоже хотела задать тоже такие вопросы по уходу за кошками. Начну с главного вопроса. Любите ли вы кошек? Конечно, люблю. По натуре я кошатник. Но так как у нас проблемы со здоровьем детей, у них аллергия, мы не можем содержать кошку в доме. В данный момент кошки у вас нет? Кошки нет. А так у меня был кот, самый лучший кот на свете, который прожил со мной всю жизнь. 15 лет. То есть вы уже в то время ухаживали за ним? Да, это где-то в классе 5, наверное, его подобрала. То есть с этого возраста у вас уже такая возникла любовь к кошкам и желание стать ветеринаром? Откуда появилось это желание? Желание стать ветеринаром, оно всегда было. Это как мечта, голубая мечта детства. Всегда помогать братьям нашим меньшим. В общем, я после 11 класса подала документы только в одно учебное образование. Это ЕГСХ на тот момент называлось, факультет ветеринарной медицины. Меня все отговаривали. Почему? Потому что у нас семья медиков, биологов, я единственный ветеринар. Но ветеринария – это же тоже своего рода медицина, да? Медицина для животных и биология. Мне кажется, вы
продолжили, пошли по Продолжила, стопам? но вот единственный человек, который я, и вот сейчас мои дети тоже хотят быть ветеринарами. Ой, как это здорово, такая семейная традиция. Но вообще вы нашим вот читателям рекомендуете эту профессию? Она как достойно ли оплачивается, легкая, интересная? Какая она эта профессия? Правду сказать? Конечно, настолько правда. Я рекомендую только тем людям, которые от всей души любят животных и которые готовы помогать, спасать и взамен ничего не получать. Только тепло и ласку и любящие глаза животных. Ну, то есть это достаточно тяжелый труд. Это тяжелый такой, да? труд, и он у нас в республике не очень хорошо оплачиваемый труд. А так вот я, например, думала, что если ты работаешь ветеринаром, наоборот, не надо животное любить, потому что там нужно его ставить уколы, разрезать, нужно вообще быть очень холоднокровным и не любить животным. То есть это не Наоборот, так, да? Как-то на духовной связи ты чувствуешь, что болит у животного, и пытаешься помочь, обезболить, хотя бы сделать как-то проще. Замечательно. Ну вот я знаю, что у многих детей, вот в том числе мне было сложно с выбором профессии определиться. И на самом деле это очень здорово. И я рада за вас, что у вас такая была мечта, и она осуществилась. Да. Это классно. Любимая работа называется. Да, это нет ничего лучше в жизни, чем есть когда есть любимая работа. Вот. И еще я хотела спросить, достаточно такая редкая профессия грумер. Что это такое, где этому обучают, нужно ли это вообще? Грумером я уже работаю года 3, и это ко мне пришло, когда я сидела по уходу за ребенком, что-то надо делать, не могу сидеть, не шевелиться, и поехала на обучение сначала в Новосибирск, потом в Москву, и по сей день стараюсь каждый год свои знания обновлять и прохожу всякие онлайн-курсы, школы грумеров. То есть у нас в Якутске не обучают этому, У да? нас в Якутске не обучают, и поэтому все стараются ездить куда-то и в школы. Ну, грумер это что вообще? Вот в моем представлении это который вот шерсть стригет или что это такое? Грумер — это Что не специалист, стилист, животный парикмахер, называйте как хотите. то есть у животных есть свой парикмахер, это Да. грумер, а кошки тоже подстригаются? И кошек тоже стригут, в основном длинношерстных. И И в ногти основном красят? ногти не красят, ногти подстригают. И есть такие специальные штучки на когти, чтобы они не царапались. Резиновые Ой, как мы коготочки. сегодня узнали много нового, надеюсь, наши читатели, я в том числе. Вот. И, конечно же, так как у нас такой большой специалист, ветеринар, я бы, конечно, хотела побольше вот задать вопросов именно вот об уходе правильном, кормлении, да, там уборке вот кошачьего туалета. Вот как правильно это сделать? Ну, прежде чем взять котенка в дом, надо подумать очень основательно. И начинается все с вакцинации котенка. Проходит вакцинация с 2-месячного возраста. Сейчас большой выбор вакцин в городе. Они в основном поливалентные. Это несколько заболеваний в одной вакцине. И вакцинация ставится 2 раза. Между ними период 21 день. Я вот знаю, от бешенства вообще у нас ветеринарная служба бесплатно, да, вакцинирует? Да, ежегодно? государственная клиника нас вакцинирует бесплатно против бешенства, потому что у нас республика неблагополучная по этому заболеванию. И стараемся, да, вакцинировать всех. То есть животное взяли, провакцинировали, так, потом нужно организовать как-то туалет. Вот как определить, какой вот этому коту подойдет лоток? Это методом проб и ошибок, Да, да? методом Какой проб и наполнитель? ошибок. Сейчас наполнитель тоже большой выбор, и надо предлагать котенку. Кто-то в газетку, да, любит, кто-то в опилке, а у кого-то гелевые шарики. Да. Это все индивидуально, что котенок. Так, и такой наболевший вопрос. Вот животное гадит мимо лотка. И вот как правильно сделать? Вот некоторые читатели, я знаю, что там лупят, извиняюсь, животное, обижают, носом его тыкают. Это правильно вообще или нет? Вот как? Ну, Вообще что, как кошки, они поступить? очень умные, и если им сказать, что он делает неправильно, оно в большинстве случаев понимает. Ну, если она гадит мимо, значит что-то не так, значит ее что-то не устраивает.
Либо она должна покакать, пописать один раз, и вы должны это убрать сразу. И тогда она будет продолжать ходить в свой туалет. То есть Обычно это так, да. совет нашим читателям: животное не обижать, не ругать, не кричать, а именно мы делаем вывод, что что-то не нравится, Да. и меняем, значит, Меняем вот в сфере наполнитель, обслуживания. так пробуем, да, и просто надо сказать, что нельзя так делать, и они всегда понимают, что не обязательно их лупить. И я знаю, что все кошатники и собачники тоже всегда разделяются на два лагеря. А как кормить животное: сухим кормом или натуральной пищей? Вот как мнение специалиста, какое питание правильное, можно ли смешивать эти корма? Ветеринары всегда говорят, что корм должен быть сбалансированный, правильный, и это всегда корма сухие или бывают жидкого вида, но они должны быть премиум качества. Это не масс-маркет, который продается в супермаркетах, это не Китикет, не Фрискас, а именно премиум качества в магазинах специализированных, типа Hills, разные фирмы, и у этих фирм бывают линейки для разных категорий животных. Для старых животных, для молодых котят, для стерилизованных кошек, у тех, у кого проблемы с кишечником, и для профилактики мочекаменной болезни. Ну, то есть вискас и китикет вы не Не рекомендуете, это рекомендую, плохие да, корма. это не очень Но они хорошее зато, у качество. них есть одно очень хорошее качество у Какое? этого корма. Оно дешевое. Ну, вот у человека, например, взял человек кошку, а эти корма премиум-класса, они дорогие. Дорогие, да. А можно ли тогда заменить натуральной едой? Рыба, молоко, вот что кошка любит. Если Можно? натурально, то это тоже должно быть сбалансировано, и всегда надо подбирать корм правильно. И должны быть углеводы, белки, Ну, то есть и кашу, жиры. и овощи нужно давать? все, да, кошка, если это не ест? витаминизировать как-то это все надо. Потому А что как ее заставить есть овощи и каши? если котенок приучен кушать натуральную пищу, он будет есть. То есть детство. Мясо, да, печень, это все термически обработано должно быть. Если вы кормите натуралкой, вы должны балансировать ее. А в сыром виде нельзя давать, В да? сыром виде получается, нежелательно, да, потому что паразитов очень много. Ну вот я знаю, что нужно противопаразитарные препараты давать, по-моему, раз в год, да? Обязательно. Или сколько раз? Нет, 2 раза в год это минимум. Мгм. Если животное ест у нас натуральную пищу, рыбу, сырую, мясо, то каждый квартал даже гонят. Мгм. А если оно на сухом корме, 2 раза в год, нормально. Вот. И, конечно, хотела спросить еще, может быть, у вас в вашей большой практике есть какой-то курьезный или какой-то веселый, смешной, необычный случай? Вот что-то есть такое рассказать для нас? Ну, читателей? таких веселых случаев на моей практике не было, но запоминающийся был случай такой, что женщина принесла молодую кошечку на усыпление, потому что она гадила, где попала, как она говорит. И через день отец с ребенком пришли и забрали кошку. Хорошо, что он ничего не сделал. То есть вы не успели, да? Мы не получается? успели, да. Ну просто я вижу, что кошка молодая, здоровая, красивая. Ну, жалко стало, им говорит, дали ей шанс. Это в Якутске же было, да? Это Якутске, да. Ну, наверное, эта женщина сейчас увидит наш эфир, и ей будет очень стыдно. Нет, что они она приходили еще потом на то есть она уже вакцинацию, смирилась, да? Смирилась. И я же говорю, что если кошка ведет себя не очень адекватно, что-то показывает, какую-то неприязнь, значит, она хочет показать и сказать, что что-то ей не нравится. И у них было дело в том, что наполнителем там у них проблемы были. Ну, мне Поэтому очень она нравится. хотела показать этим, что поменяйте мне место. Ну, в этом случае очень, конечно, хорошо, благородно поступил отец, который показал ребенку все-таки, что нельзя так делать, и Да, мама есть, все-таки это должна приняла, тоже в итоге кошка не пострадала, и мы призываем наших читателей в первую очередь подумать перед тем, как завести животное, о той ответственности, которую они Берете на себя берут, от тех, может быть, бессонных ночах и других каких-то неблагоприятных последствиях, которые может принести животное в дом. Нагадить ваши тапочки, мяукать по ночам, не давать спать, там, лазить по шторам и портить обои.
Ну, нельзя просто так избавиться, потому что это все-таки не игрушка, это живое существо, у него есть душа. И в то же время еще может аллергия же быть. Может А быть. какие породы лучше, вот гипоаллергенные, вот вы посоветуете? Гипоаллергены, ну это сфинксы, гладкошерстные, да. А вообще аллерген, врачи говорят, педиатры говорят, что кошки выделяют какой-то мускус свой, железы у них свои, и вот не именно на шерсть, на перхоть, да, кусочки кожи, да? кусочки Ну кожи. вот, поэтому отнеситесь серьезнее, прежде подумайте несколько раз. На сегодня у нас сюрпризы не заканчиваются, и мы приглашаем в нашу студию любимых питомцев наших библиотекарей. И сегодня в студии у нас Нария Михайловна со своим любимцем, со своим питомцем. Представьтесь, пожалуйста, как ее зовут, кто это, он или она? Карамелька, познакомьтесь. Вот, Ей 2 месяца. Ага, мы сегодня не просто так принесли животных в нашу студию, а мы хотели провести такой эксперимент. Можно ли по виду животного определить возраст и какие болезни можно диагностировать по, значит, ну вот по ушам, хвосту и, как говорится, по лапам. Вот, и передаю вот в заботливые руки нашей гости Анастасии, и сегодня она нам в этом поможет. Сладкий. Вот как вы думаете, сколько Ну лет это сразу видно, этому что это котенку? котенок. А может, это карликовая кошка? Нет, это котенок, у него голова такая маленькая, лапки маленькие, и в основном все смотрят по зубам. Этот котенок у нас маленький, Ну вот ему сколько Ему примерно? от 3 до 4 месяцев. О, так точно вы можете сказать, Ну да? да, там не Нария все зубки Михайловна, вышли. вот вы скажите, пожалуйста, правильно угадали? 3 месяца. Уа, 3 месяца показывает Нария Михайловна за кадром. Здорово, вы прямо точно. Да. А так на смотрите. вид котенок здоровенький, видать, недавно покушал. Мгм. Животик у нас полненький, ушки у нас чистенькие, Мгм. То есть там глазки светленькие, блестящие. Это девочка. девочка. Так, и то есть никаких вот выделений в ушах, глазах Не там, и должно прочих, быть, да. так сказать, органах не должно быть, да? Мгм. То есть здесь у нас кот в прекрасном, кошечка в прекрасном состоянии, и вы рекомендуете Здоровая. ей. Надо провакцинировать. прививочки, да? Сначала проглистогонить, через 10 дней первая прививка, через 21 повтор. Мгм. Какие рекомендации мы дали Нарии Михайловне? Возьмите, пожалуйста, Чудный свою котенок. Я любимицу. люблю Мы рыжих. очень рады за вас с таким приобретением. Очень милая кошечка, спасибо большое. И следующий участник нашей программы — это вот такой вот, ой, я даже боюсь, он такой большой кот. Это Ой. кастрированный, скорее всего. Такой он полный. И вот что с этим, Киса. так сказать, котом? Как он? Сколько ему Он тоже лет очень хорошо или выглядит. месяцев? Сейчас мы посмотрим его зубки. Это взрослый, Мгм. совсем взрослый кот. Ему уже больше 5 лет. То есть он не молодой, да? Больше Ну, 5 это лет, да? 5 лет это Ага. рассвет. Ну вот, 10! ой, Ася Очень говорит, что- хорошо выглядит. То есть для его 10 лет он зубы еще сохранил, они не И выпали. зубы сохранил, и они без налета, без без налета. камня. Ну, зубного. ежедневно чистят, да, зубы, Ну, походу? наверное, чисто. Так, а что вот у него что-то с лишним весом или что это у него ожирение? Почему он это такой? у кастрированных котов так бывает. Он гормональный- кастрированный, да? Гормональный то есть он- сбой и полнеет. Мгм. Ну а так он вообще здоров, да? На вид очень хорошо выглядит. Я бы не сказала, что ему 10 лет. У него шерсть очень блестящая, не тусклые, глазки ясные, То есть тоже сверкают. А таких зубы нету, меня да? прям удивили. Ну он вот такой активный, возьмите, пожалуйста, ваше животное. Ну, рада, что у него все хорошо. И что вы посоветуете, вот, чтобы у него лишнего веса не было? Может, ему какую-то зарядку делать или ограничить питание? Вот, Зарядку можно делать, играть активно с ним, тогда будет как-то физически он напрягаться. Ну и, наверное, питание надо пересмотреть и попробовать корм для стерилизованных котов, кошек.
А можно вот количество корма уменьшить, как-то ограничивать? Или прям вот насыпать ему там целый Нет, таз? вообще кошки, они животные такие, которые никогда не чувствуют чувство голода. И поэтому надо всегда смотреть за тем, сколько раз он ест и в каких количествах. И обычное количество прием пищи это вот как форма его головки, столько да? насыпаете на один раз. И каждые 2 часа его кормим. Каждые 2 часа, да? Да, по чуть-чуть, но часто. Понятно, хорошо, будем иметь в виду. И наш последний вопрос на сегодня. Наш самый актуальный, библиотечный, эксклюзивный вопрос. Любите ли вы читать? Скажите честно. Честно, читаем мало, но читаем. А какая любимая ваша книга, может быть, с детства? Ну, книга топ, наверное, это все серии Гарри Поттера. Вау! Здорово. Да, и сейчас я детям тоже прививаю, хотя бы потихоньку начать читать. Очень хорошая фэнтези, сказка. До сих пор мы читаем и смотрим каждые выходные, вот, новогодние. Замечательно, вы прямо попали по адресу, потому что у нас очень много фанатов Гарри Поттера. У нас даже в прошлом году была ночь Гарри Поттера. Очень много книг в фонде именно Гарри Поттера. Потом я вам покажу после программы. Хорошо. Вот. И какую книгу последнюю вы прочитали? Последняя книга у меня была «По скриптум я люблю тебя». Это Силья Ахерн, да, роман. Такой очень, ну я люблю романчики. Ну вам понравилось, то есть Мне вы очень нашим читателям понравилось. рекомендуете? Рекомендую и книжку, и просмотр фильма. Замечательно. Ну на этом мы не прощаемся. Мы встретимся еще раз снова, потому что есть не только Международный день кошек, еще есть Международный день собак. И надеемся, что Анастасия вновь украсит нашу студию своим присутствием. А на сегодня у нас все. До встречи в библиотеке СМАРТ. Пока-пока. Приходите, читайте наши книжки. Пока-пока.